В Москве осуждены 5 таджикистанцев по делу подготовки к террористическим актам в 2018-2019 годах. Второй Западный окружной военный суд приговорил их к срокам от 9 до 17 лет. Суд приговорил Арабова Лутфулло к 15 годам, Мирзоева Мирзу Махмуда к 12 годам, Раджабова Нурулло к 17 годам, Хачаева Нумона к 11 годам, Шакирова Шодмона к 9 годам. Всем назначено отбывание наказания в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что осужденным вменялась часть 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт», а также угроза теракта в составе группы, подготовка теракта, организация террористического сообщества и незаконный оборот оружия. Все осужденные были задержаны в 2018 и 2019 годах сотрудниками ФСБ России по сфабрикованному уголовному делу. Отметим, что в последние годы несколько сотен трудовых мигрантов из стран Центральной Азии стали жертвами произвола спецслужб России в рамках так называемой борьбы с терроризмом. Часть из них отбывают огромные сроки в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Десятки были убиты сотрудниками спецслужб. Напомним, что в 2017 году в рамках расследования взрыва в метро в Санкт-Петербурге были признаны виновными и осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного заключения 11 трудовых мигрантов. Все они в ходе судебного заседания заявили о том, что признательные показания были даны ими под жестокими пытками сотрудников ФСБ РФ. Также отдельно следует отметить совсем недавний случай, произошедший 11 мая этого года в аннексированном Россией Крыму. Там был зверски запытан во время обыска уроженец Узбекистана Рахимов Наби. По версии силовиков, Рахимов якобы оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован при задержании. Наби стал очередной жертвой в числе трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, убитых во время спецоперации так называемым «ответным огнем». Однако, если ранее российские силовики, убивая мигрантов, традиционно объявляли их членами военизированных групп, то в этот раз убитым оказался член политической партии – Исламской партии освобождения. Пресс-служба ее узбекского отделения сделала на днях соответствующее заявление. Ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников. Пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек.